Мы прибыли на священное место под названием Ат-Буран. Рядом на низкой горе Тюркей-Буран находится родовое кладбище Тыганидов, а на западной стороне захоронены их бодры. Вот вас и встречает Беркуты, там 2 Беркута. Это очень даже священное место свое показывает, вас хорошо встречает. Ат-Буран охраняет скала в виде спящего бодра. По поверьям, если что-нибудь не понравится воину, то он проснется и даст о себе знать. Поэтому на этом месте не нарушает покой, соблюдает тишину, придерживаются традиции, кормят землю белой пищей. Наши предки все высокое, сравнивая с лошадью, например, Адуга, высокая кочка от Гырга, высокий кустарник, священная гора, которую мы преодолеваем, тоже очень высокая, отсюда и название Ат-Буран. Сегодняшнее наше задание – находить геологические образования, железную руду, перья хищных птиц и белемнита. Мы нашли геологическое образование, интересные формы, похожие на киндер-шоколад, ну или на яйцо дракона. Перо крупной хищной птицы – это сильный берег, можно ставить себе или подарить кому-нибудь. Перо будет охранять и оберегать того человека. Это перо Коршуна я дарю отцу. Прокопий Романович священное место воет не всех, так что нам очень повезло, ведь сверху поражает своей красотой, с высоты птичьего полета открывает панорамную долину Эркен. Это надо видеть своими глазами и почувствовать свободу, надышаться свежим воздухом и немного воссоединиться с природой. А внизу Прокопий Романович нам показал памятник, сохранившийся со времен Гражданской войны. В свое время здесь был летний лагерь Национальной военной школы, сформированный Платоном Аюнским. Но здесь жили у нас предки, которые были камнотесами, тасалятели. И название нашего предка Эллей, тоже от этого слова, Эллей, закаленный, тесать, от слова тесать. И вот во время Гражданской войны, наверное, заказали уже вот такой памятник. Завершая пеший поход, мы нашли меловые ростры белемнитых. Их находят только в Сунтарском, Анапарском и Лусах, в Табаке и здесь. А сегодняшний яркий день мы завершили в зоопарке Орто-Дойду. Мы посещаем северный зоопарк не впервые, но каждый раз восторгаемся обитателями Орто-Дойду. Больше интерес вызвали рептилии и крупные животные. В вольере белых медведей возле бассейна охлаждался один из них, правда. Мы не смогли определить, кто там был, Колымана или Ломоносов. На этом наша экспедиция по долине Эркен завершается. Нам предстоит работать в музее мамонтов, музее археологии и геологии. Завтра мы выезжаем в Якутск.